Все для этого сделано. Что касается уже официально... Добрый день, уважаемые журналисты. Добрый день, уважаемые друзья. Прежде чем мы перейдем к вопросам, я хотел бы сделать короткое обращение, сказать несколько слов о текущей ситуации. Во-первых, я, конечно, хочу поблагодарить всех наших граждан, которые пришли на выборы, вне зависимости от того, за кого они отдали свой голос. Отдельно хочу выразить слова большой благодарности всем тем, кто поддержал нашу команду, потому как условия выборной кампании были беспрецедентные. Мы находились под серьезным информационным давлением, применялись разного рода технологии, развешивались ярлыки, но несмотря на это, 42% граждан Абхазии, которые пришли на выборы, поддержали наши идеи, нашу команду. Ваша поддержка, безусловно, придает нам силы и уверенности в том, что мы находимся на правильном пути. Поэтому хочу, пользуясь случаем, обратиться ко всем вам, сказать следующее, что дело, идеи и повестка, в рамках которой мы проводили выборную кампанию, это дело остановлено не будет. Мы продолжим свою работу, направленную в первую очередь на защиту наших интересов, интересов нашего государства. Мы продолжим свою работу по поддержке и продвижению необходимых и давно назревших реформ, как в экономике, так и в политическом устройстве нашего государства. Хочу сделать небольшую отсылку на несколько месяцев назад. Есть, да, конечно, определенные настроения в обществе, мы их чувствуем, мы их ощущаем, о том, что есть люди расстроены результатом этого голосования. Но я хочу вам сказать, что мы все вместе, с учетом, опять же, того, как проходила эта выборная кампания, мы все вместе одержали огромную победу. Мы показали всему миру, что в Абхазии огромная часть нашего общества стоит за эти идеи. Эта часть общества будет только увеличиваться, и мы все для этого сделаем. Что касается уже официальных итогов голосования, которые были сегодня озвучены Центральной избирательной комиссией, несмотря на огромные процессы, которые происходили, огромные негативные процессы, которые происходили в выборный период, я еще раз повторю, это манипуляции, развешивание ярлыков, информационный прессинг и так далее. Вы все прекрасно и без меня знаете. Но мы уважаем выбор нашего многонационального народа. И, естественно, в рамках той политической платформы мы будем продолжать свою работу. Оспаривать результаты голосования не считаем необходимым, потому как есть определенные обстоятельства, которые говорят нам о том, что в этом смысле перспектив никаких там быть не может. Есть судебная система, прокуратура, которая за предыдущие 5 лет уже мы неоднократно обращались, и в ходе выборной кампании реакции особой не было. Мы уважаем выбор абхазского народа, мы не хотим накалять обстановку. Все должно проходить в рамках закона, все должно проходить спокойно, никакой эскалации быть не должно. Мы думаем о будущем нашего государства, и не только решая какие-то короткие политические задачи, мы думаем о долгосрочной перспективе. И, конечно же, я не могу не отметить тот факт, что президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поздравил избранного президента. Мы не будем уподобляться нашим оппонентам, которые в 2019 года после поздравления
президентом Российской Федерации, тогда избранного президента Рауля Хаджимба, они опротестовывали эти решения. Ради будущего нашей страны мы не будем накалять обстановку. Но вместе с тем, я хочу сказать, что мы продолжаем политическую борьбу. Мы сейчас уже несколько дней ведем консультации. Мы провели разного рода профильные совещания, в рамках которых мы договорились, что мы будем создавать одну мощную политическую платформу, которая будет направлена, ее деятельность будет направлена на то, чтобы защищать наше государство от разного рода вредоносных инициатив. Естественно, мы не допустим никакого преследования наших граждан по политическим мотивам. Это сценарий вообще должен быть исключен. Что касается Бадры Гунба, если Бадра Гунба намерен быть не просто избранным президентом очередным, а лидером всей нации, всего многонационального народа, настроен на созидательную повестку, настроен на то, чтобы сделать наше государство сильнее, то в этом мы ему помощники. Если же будут какие-либо попытки, по чьей бы инициативе они не были инициированы, попытки вернуться к той повестке, которая привела к событиям 15 ноября, естественно, со стороны наших граждан, с нашей стороны, эти попытки будут останавливаться. Еще я хотел бы в заключении сказать несколько слов. Мы наблюдаем в социальных сетях определенную агрессию, направленную на армянскую часть нашего населения. Я призываю всех наших граждан не поддаваться на эти провокации. Мы не должны делить свой народ по национальному признаку. Все граждане Абхазии, вне зависимости от национальности, это члены нашей одной общей семьи. Необходимо перелистнуть эту страницу. Надо стараться еще больше сплотить наш народ ради тех целей, которые заложены в основе строительства нашего государства. Я хочу обратиться к нашим избирателям. Думаю, выражу нашу общую точку зрения. Еще раз повторюсь, мы их от всей души благодарим за признание, за поддержку, вернее, нас в этом выборном процессе. Они прошли трехмесячный марафон, который потребовал от многих в каких-то моментах храбрости, в каких-то моментах мудрости. Эти люди для меня это та часть нашего общества, которая оказалась стойкой, неподкупной и знающая то, чего она хочет от жизни и знает, как должна выглядеть ее Абхазия. И я считаю, что мы оказались командой, которая дошла до второго тура выборов банально, хотя бы с предвыборной программой. Мы оказались командой, которая предлагала какой-то путь более совершенный, помимо того, которым мы шли до сегодняшних дней. И хочу сказать, что мы стали намного богаче. Теперь у нас 42 тысячи друзей, помимо тех, что у нас были, с тенденцией к росту. Спасибо еще раз нашим штабным работникам, агитаторам, избирателям. Ну, вообще, если быть мудрее, то спасибо и тем, кто голосовал против. Кто-то из них увидел Абхазию, кто-то из них, тем не менее, хоть нам не нравится их выбор, проявил такую же твердость в своем выборе. Спасибо всей Абхазии и считаю, что то заявление, которое сделал Адгур Амиранович, наверное, все догадываются, что оно с глубоким смыслом. Надеюсь, что оно дойдет до адресатов, будет оценено, и наша позиция останется неизменной. Спасибо за внимание. Любой, кто пришел голосовать на эти выборы, мы уважаем его мнение. Те, кто голосовал за нашу команду, те, кто голосовал не за нашу команду, это наши граждане. Это люди, которые являются членами нашей общей семьи.
И мы с большим уважением относимся к мнению каждого гражданина. Именно поэтому мы сегодня и присутствуем здесь. Что касается дальнейших планов в рамках созидательной повестки, я уже говорил выше о том, что мы здесь уже договорились о том, что мы будем создавать одну общую, серьезную, большую политическую платформу, в рамках которой мы планируем участвовать в политической жизни Абхазии. Впереди выборы в местные представительные органы. Через 2 года выборы в парламент Республики Абхазия. Для нас очень важно, чтобы граждане с осознанной политической позицией были представлены на всех уровнях власти. Что касается взаимодействия с избранным президентом, конечно, я уверен в том, что у нас с ним тоже будут контакты, потому как он и его окружение, вокруг него есть опытные политики, которые, я думаю, он сам хорошо помнит историю, в том числе и совсем недавнюю. Игнорировать мнение 42% наших граждан – это как минимум недальновидная позиция. И мнение 42% наших граждан заключается в том, чтобы укреплять наше суверенное и независимое государство. Я говорил уже выше о том, что любые силы, которые настроены на укрепление нашего независимого государства, являются нашими союзниками, кто бы они ни были. Все те, кто попытается сделать шаги на ослабление нашего государства, будут являться нашими политическими противниками. Еще раз говорю, необходимо, заглядывая в будущее, всегда оборачиваться назад. События недавнего прошлого ярко иллюстрируют нам то, что игнорировать значительную часть общества ни у кого не получится. Если мы хотим созидать, если мы действительно хотим делать большие дела для наших граждан, не отдельно для категории своих сторонников, а для всех наших граждан, естественно, мы должны и контактировать, и обсуждать совместно реформы, обсуждать дальнейшие планы. Необходимо учитывать мнение всех наших граждан. И мы настроены конструктивно. Это должен быть постоянный диалог со всеми слоями общества. Не должно быть своих и чужих. Закон должен работать для всех одинаково. Естественно, мы никому не позволим здесь в Абхазии преследовать наших граждан по политическим мотивам. Это исключено. Потому как, если мы говорим об объединении народа, то закон, естественно, должен работать для всех одинаково. Следующее. Должны быть конкретные программные документы, разработанные с учетом мнения всех сторон. Если эти программные документы будут взяты за основу, вот это будет и объединять наш народ. Нам необходимо избавиться, наконец, от коррупции. Нам необходимо избавиться от раздутого чиновничьего аппарата. Нам необходимо избавиться от той практики, когда людей назначают не по принципу меритократии, не по принципу навыков и способностей, а по принципу политической лояльности. Нам необходимо пересмотреть в принципе подходы по выборам в Народное собрание, парламент. Нам необходимо сделать все для того, чтобы это был профессиональный рабочий орган. Это коллегиальный орган. Там должны работать опытные, патриотичные, профессиональные люди. А не по принципу, как это было последние годы, вот этот, какой бы он ни был, значит, необразованный, мягко скажем, но он не лоялен, надо сделать все для того, чтобы он стал депутатом парламента. Мы видим, к чему это приводит. Законодательная ветвь власти – это очень серьезная платформа, это очень серьезная, во-первых, там очень серьезные полномочия уже есть. Я считаю, что эти полномочия можно расширить.
но их необходимо расширить только после того, когда мы будем относиться к выборам в парламент по-другому. Вот на этих основах мы и можем, и сумеем объединить наше государство. А такие вопросы, как апартаменты, всякого рода такие инициативы, они будут только разделять наш народ. Мы же отчетливо видим, что 42% наших граждан не поддерживают такого рода повестку. Это если учитывать еще сам выборный процесс, о котором можно очень долго говорить, и все механизмы, которые были задействованы. Это все, если учитывать, вот эти 42%, это очень серьезный результат. И игнорировать мнение этих людей, я думаю, что как минимум недальновидно. Поэтому объединяться вокруг идей, в первую очередь. Я готов, как политик, и Алхас Владимирович, и я уверен, что все члены нашей большой команды готовы объединиться со всеми, оставить все политические обиды позади, оставить взаимные упреки позади. Только тогда, когда у нас будет общее видение нашего с вами будущего. Мы должны сделать все для того, чтобы укрепить наше независимое, суверенное абхазское государство. В этом смысле нам предстоит огромная работа, на нас лежит огромная ответственность. Мы отвечаем за всех тех, кто сегодня живет с нами, но мы отвечаем еще за тех, кто еще даже не родился, за будущие поколения. Мы должны сохранить свою страну. Мы должны избавиться от соблазна каких-то быстрых и легких решений, которые позволят какой-то отдельной группе лиц или, скажем так, заинтересантов разбогатеть. Это не наш путь. Это путь разрушения. А созидательный путь – это долгая, последовательная, поступательная работа. Это легких и быстрых решений не бывает. Я надеюсь на то, что Бадра Гунба, и он не один, там есть Бислам Бигвава, ветеран войны, человек опытный, который работал в районе, имеет хозяйственный опыт. Я очень надеюсь на то, что весь этот политический опыт, который происходил последние как минимум 20 лет, он будет учтен. И чтобы избежать в дальнейшем какого рода эскалации, напряжения, люди устали от этого всего. Нам необходимо объединить народ. Но объединяя народ, мы должны понимать, вокруг чего мы объединяемся, какие идеи являются для нас общими, какие шаги, конкретные программы развития являются для нас общими. Вот это самое главное. Если, еще раз хочу повторить, если будут созидательные инициативы, мы безусловно будем их поддерживать. Еще, кстати, то, что я хотел отдельно отметить. Отношения с Российской Федерацией. Сегодня Бадра Гунба отметил, что в последние годы действительно ухудшились отношения с Российской Федерацией за последние 5 лет. В этой оценке я с ним солидарен. Мы должны сделать все, чтобы отношения между Абхазией и Российской Федерацией развивались динамично. У нас есть целый пласт соглашений и огромный потенциал нереализованных возможностей. Это социально-экономическое сотрудничество, это сотрудничество в сфере культурных связей, в сфере науки, образования. Это и вопросы обороны и безопасности, совместные усилия по охране государственной границы. Я просто вам напомню, что соглашение от 2014 года, вот базовое соглашение, которое было подписано в ноябре высшими лицами наших государств, есть пункты, которые конкретно говорят о том, что нам необходимо приложить усилия и сделать конкретные шаги для того, чтобы укрепить государственную границу по реке Ингул. Там большой перечень вопросов, которые до сих пор еще не реализованы. То есть мы должны направить свои усилия и в этом направлении. Более того, я считаю, что и на территории Российской Федерации необходимо увеличивать количество, как минимум, консульских служб,
представительств. Вот в Санкт-Петербурге, в Кабардино-Балкарии, в Нальчике, там, где живут наши братья, на Северном Кавказе в целом. Необходимо поддерживать постоянные контакты. Необходимо открывать на Северном Кавказе, где живут наши братья, культурные центры. Потому как наша молодежь должна общаться между собой. Это наши кровные братья. Они живут на территории Российской Федерации. И поэтому в рамках работы посольства Абхазии в Российской Федерации эта работа должна быть динамично продолжена, потому как представительство Республики Абхазия в Кабардино-Балкарии, к примеру, в Нальчике, было закрыто в 2005 году, 20 лет назад. И никакой последовательной работы в этом направлении не проводится. Это большое упущение. Вот есть много вопросов. Что касается обороны и безопасности, соглашение об объединенной группировке войск между Абхазией и Россией, оно тоже практически не реализовано. Там огромный потенциал, который мы вместе с нашими российскими партнерами должны реализовать. Что касается привлечения инвестиций, здесь тоже мы должны серьезно поработать над тем, чтобы создать в Абхазии условия для того, чтобы условия ведения предпринимательской деятельности на территории Абхазии были изменены, потому как вот даже из выступления официальных лиц Российской Федерации мы с большим удовлетворением отмечаем тот факт, что то соглашение, которое было инициировано, оно, мягко скажем, не соответствовало интересам и не защищало интересы наших местных предпринимателей. Поэтому нужно и с этой точки зрения, из этой точки зрения тоже исходить. То есть у нас очень большой пласт работы в рамках взаимодействия с Российской Федерацией. Я поддерживаю, вот, еще раз говорю, те высказывания, которые, и оценки, которые были даны сегодня Бадрой Гунбой, о том, что да, последние годы мы действительно, за последние 5 лет у нас есть определенные недоработки. Я абсолютно уверен в том, что и вся наша команда будет содействовать, способствовать тому, чтобы наши союзнические отношения были укреплены еще больше и тесно мы взаимодействовали. Никакой последовательной работы в этом направлении не проводится. Это большой